Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня я решила вам ответить на несколько накопленных вопросов. Первый вопрос у меня, я уже несколько раз повторила, задает мне такой вопрос: почему ваши внуки учатся в разных школах? Младшенький у меня учится в 4 классе в начальной школе. С 1 по 4 класс дети у нас учатся там. А с 5 по 11 класс учатся в первой школе. Есть школа еще рядом с начальной школой, вторая школа. Там учатся с 1 по 11 классов. Но я сразу начальную школу и Кирилла, и Влада. Сейчас у меня заканчивает Влад 4 класс. И потом переведу в первую школу, где учится Кирилл. Кирилл ходит в 6 класс. Рядом школа. Я вам показала, когда на машине ездила провожать внука Влада. Очень близко. Они могут ходить туда пешком и обратно. Вот первый вопрос. А второй вопрос. Одна подписчица мне пишет, что закваска на хмелю у нее не получается. Да может быть и не получится. Закваску не просто делать. Это не блины печь. Когда специалисты готовят закваску, тоже может не получаться, потому что температура одно и то же должна быть. Смотреть надо часто. Поэтому я верю, может и не получаться. Еще пишет она: не верьте блогерам. Блогеры не все показывают. Поэтому ничего не получается. Нет. Эту комментарию я удалила, я не выпустила через фильтр. Зачем? Нет, все стараемся показывать. Не надо подметать под одно метло всех блогеров. Скоро я покажу вам, как можно ускоренно сделать закваску на хмелю без картошки, без меда. Просто, очень просто. Покажу. Не получается, не делайте. Еще я вам сделаю и покажу такую закваску на хмелю, которую можно в следующий день уже употреблять. Применить, печь хлеб. Я вот такую вам покажу. Это очень тяжело, которое я показала. Не переживайте. Что-то на моем канале в последнее время пишут комментарии. Посылают номер карты, просят о помощи, чтобы мои подписчики помогали им. Таких комментариев я не выпускаю. У меня не благотворительный канал. Мои подписчики сами нуждаются. Многие болеют. Многие болеют пандемией. Кому-то, может, на хлеб не хватает. У кого-то дети учатся. У кого-то дети платно учатся. У кого-то свадьбы. У кого-то похороны. Везде нужны деньги. Пожалуйста, кто еще хочет посылать такие комментарии, не посылайте лучше. Я их не выпускаю. У меня не благотворительный канал. Да сейчас многие пишут, что болеют. Кто в личку, кто в комментариях. Я желаю вам скорейшего выздоровления, без осложнений. Лечитесь, крепитесь, будьте здоровы. Пришла какая-то зараза, никак не хочет уходить. С 9 тоже детей отправляют на дистанционку. С 1 по 4 класса дети учатся в школе. 11 класс учатся в школе. А с 5 по 10 класс уходят на дистанционку. Это значит, у меня Влад будет учиться в школе, а Кирилл дома будет. Это тяжело. Это тяжело не только нам, и это тяжело еще учителям. У них тоже такая ответственность большая. Они за все переживают. Они за все переживают. И за детей, и за себя. Над учителями тоже контроли.
большие. Короче, нервотреп начинается. Ну, нам пока сказали на 2 недели. Как нас весной отправили на неделю, на 2, так и до конца учебы. Наверное, так же будет, потому что у нас тоже очень много болеют. Очень много. Есть умирают, есть выздоравливают. Тяжело, и я боюсь. И я стала что-то бояться. Раньше что-то не боялась. Это дети у нас носители вируса. Если принесут мне, у меня ведь тоже есть хронические болезни, сахарный диабет, сердечная недостаточность. Тоже это очень плохо. Мне участковый врач тоже сказал: бери себя, тебе нельзя болеть. Я говорю: я знаю, нельзя болеть. Если заболеешь, ничего не поделаешь. Еще я очень переживаю за одну комментарию. Когда я прочитала, уже 3 дня думаю об этой женщине. Одна женщина пишет: мы похоронили отца. Мать успокоить не можем. Расскажите, пожалуйста, об этом, как вы пережили горе. Вы ведь тоже недавно потеряли мужа. Я потеряла родителей, я потеряла мужа, я потеряла сына. Ну как пережить? Как пережить? По-всякому можно пережить. Кто увидит это горе, только может понять. Самое большое горе у меня — потеря сына. Дороже ребенка своего никого нет. Вот поставьте себе родителей и ребенка. Выбирайте кого. Из 3 надо выбирать одного. Вы все равно выберете ребенка. Да, не дай Бог никому, я никому не желаю. Если у меня враги есть, например, я и врагам не желаю потерять ребенка своего. Когда умер мой сын, у меня земля из-под ног уходила. Я не понимала свое действие. Было очень тяжело. Мне не хотелось жить. Да, не хотелось жить. Почему-то мне казалось, если я лягу рядом с сыном, и для моего сына, и для меня будет хорошо. И я начала думать о плохом. Мне хотелось уходить из этой жизни. Думала, дочери замужем, за них беспокоиться не надо. За детьми своими они сами присмотрят. Работу я забросила, не хотелось мне ничего делать. Я знала, только дома работала, на работу я не ходила. У меня тогда бутик свой был на рынке, я закрыла. Почти месяц я не выходила на работу. Родственники приходили, уговаривали: иди на работу, так легче будет. 1 раз вышла на работу, все подходят, соболезнуют, мне тяжело. Это же наше село, все нас знают. Я начала плакать, истерика началась, и я уходила домой. Было тяжело. Не хотелось из дома выходить. Знала, что только одно дело — ухаживала за цветами. Уборкой занималась. Не лежала я. У нас, у татар, такой обычай: когда в семье умирает кто-то, родственники по очереди приглашают к себе в гости. Там разделяют горе, успокаивают. Вот так. Наверное, у русских то же самое. И вы понимаете, мне не хотелось никуда уходить. Ходила я к своей самой любимой соседке, Гульзена Бапага, и больше никуда.
Приходили домой и подружки, и родственники. Постоянно находились около меня. Рядом находился муж. Мне не хотелось никого видеть. Предложили мне и выпить. Но я даже каплю не выпила. Потому что водкой горю не поможешь. Хорошо, что я не пила, а вдруг от горя, может, я и спилась бы. Не дай бог, конечно, никому. Ходила так месяц, все думала, как мне дальше быть. Жить не хотелось действительно. И мне один день звонит участковый. Откуда мой номер взяли, не знаю. Говорит: Гулямза Закировна, приезжайте, пожалуйста, к снохе домой, забирайте детей. Мы поехали с мужем. Там опека была, КДН, полиция, участковый, начальник милиции. Мы забрали детей домой. Не буду говорить много об этом. Пришлось мне оформить опеку над моими мальчиками. Мы их привезли домой. Муж топил баню, искупали. Вещи я постирала. Накормили детей. Поехала в следующий день. Прошла медосмотр. Пошла опеку. Оформила детей на себя. Потом с мужем поехали в город. Одели, обули детей с нуля. Начали водить в садик. Владу было 3 года. Кириллу было 5 лет. Вот так начали жить. Благодаря моих внуков мне захотелось жить. Благодарю Всевышнего, что я не успела уходить к сыну. Что бы делали мои дети, куда бы попали мои дети, Кирилл с Владом, если бы меня не было. Вот я начала жить, воспитывать их, вышла на работу, начала работать, радоваться достижениями детей. Дети у меня послушные. 8-й год они у меня. Вот как можно пережить? Пережить можно всякому. Я не знаю, как я пережила это горе. Всевышний, наверное, дал мне силы. Дали, благодаря моих внуков, я стала жить. Сын попал в аварию. После аварии через неделю он умер. Когда сыну справляли 7 дней, в этот день попал мой зять Салават в аварию. Он тоже чуть не погиб. Уходил в кому. Оперировали. Приехал из Уфы профессор. Повторную операцию сделал. Слава Богу, жив-здоров остался. Когда Салават выписался из больницы, Юля родила Сабиночку. Красотулечку. Тоже сделали кесарево. Тоже вот в одно сердце накопилось все вот это. В течение месяца вот такое случилось. Попала я в больницу сердцем. Хотя сахарный диабет, мне ничего не хотелось кушать. Одну воду я пила. И сахар у меня не понижался меньше 17. Лежала в больнице 3 недели. Спасибо Урал Маратовичу, меня на ноги поставил. Успокаивал по-всякому. Поговорил, объяснил, что так жить нельзя, что надо жить. И я похудела за месяц на 10 килограмм. Была я 87 килограмм. Вышла оттуда 77. Я и вес не знала бы, потому что в больнице меня взвешивали. Вот начала я жить. Да, это горе пережить невозможно. Терпеть тоже невозможно. Что ж делаешь, если так судьба? Когда я сына похоронила,
я перестала верить Всевышнему, потому что отнимает самое дорогое. Надо жить, надо стараться жить. А горе как? Никогда сыночку своего не забыть. Боль не перестает, просто притупляется годами. Уже веришь, что сын не вернется. Когда я выходила на улицу, идет молодежь, и в них я видела своего сына. Иногда побежала, обнимала, как дурочка. Но мы в селе живем, меня все понимали, поддержали. Вот так я с ума сходила. Когда внуки появились у меня, я живу ради них, забочусь, берегу, дорожу ими. Так и живем. Эту женщину, которой умер муж, дочь пишет, Людой, по-моему, зовут. Я уже и не помню, в комментариях искать не стала, потому что у меня очень много подписчиков, комментариев много. Извините, конечно, если не так называла. Вы, наверное, мои подписчики тоже считали про нее. Что я могу вам сказать? Да, Бог забирает у нас самое дорогое. Я тоже думаю, за что меня Бог наказал. Забрал у меня самое дорогое. У вас тоже горе. Я вам сочувствую. Примите мои соболезнования, терпения вам, сил. Берегите маму. Поддержите ее. Если плакать хочет, пусть плачет. Не удерживайте слез. Первое время надо плакать. Все успокаивают, все говорят, нельзя плакать. В воде будет, в сырости лежать будет. А кто видел это? Что кто-то будет там, в могиле в сырости лежать. Наши слезы там как пойдут? Когда вот такое горе увидишь, когда теряешь сына, уже перестаешь ко всему верить. Не понимаешь, как поступаешь. Моя хорошая, берегите маму. Поддержите ее, не оставляйте ее одну. Если я ваше имя называю, Людочка, примите мои соболезнования, терпение вам, смирение вам. У вас есть дети, у вас есть внуки, внучки. Живите ради них, займитесь чем-нибудь. Мы все туда уходим, но только не все сразу. Это правильно, когда дети хоронят нас. Это неправильно, когда мы детей хороним. Мы все туда уходим, но не все сразу. Поэтому крепитесь, держитесь, берегите себя. Что-то я сгрустнула, печально. Только вы тоже, только не плачьте. Берегите себя, мои подписчики. Желаю вам всего хорошего. Я желаю вам никогда не увидеть такое горе большое. Да, у меня многие подписчики пишут, похоронили папу, похоронили маму. Мне тяжело, вот у меня тоже муж умер недавно. Думаю, вот так переживают люди, все думаю. У меня нет безразличия вам. Вы стали моими родными. За вас тоже переживаю, как вы за меня переживаете. Мы теперь одна семья. Желаю вам здоровья, не заболеть этой заразой, пандемией. Пусть нас всех обойдет стороной. Пусть сгинет эта зараза с нашего земного шара. Пусть люди не страдают. На этом я свой влог грустный заканчиваю. Из-за моего влога не грустите, пожалуйста. Надо жить, надо быть оптимистом. Столько горя я видела. Посмотрите на меня. Я духом не падаю. Иду в баню, поплачу, вою или в подвал спускаюсь. Перед внуками я не плачу, потому что они боятся. Я не показываю им слезы. Пусть они тоже не знают, что такое горе, что такое слезы. Им весело, им хорошо. Вон хохочут они там. А я тут
видео снимаю. Всем пока-пока. До следующих встреч.